Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Защитный механизм оклада. С 1 декабря в нескольких субъектах страны будут переформированы размеры заработных плат для работников сферы медицины. Высокие рубежи по сбору урожая. Сегодня работники сферы сельского хозяйства России отмечают свой профессиональный праздник. Двигатель молодого поколения. Якутия претендует на проведение международных игр «Дети Азии» на территории республики. С 11 октября в Якутске, Жатае и в 20 районах республики закрывается навигация для маломерных судов. Для самих владельцев маломерных судов закрытие навигации должно стать сигналом тревоги. Выход на маломерных судах на воду в осеннее время, когда уровень воды в реке минимален, опасен повреждениями подводных частей мотора обно и различные другие подводные препятствия в реке. Намерзание льда на борта металлических лодок во время плавания при отрицательных температурах, ухудшающие устойчивость судна, отметили в министерстве. Закрытие паромных переправ на реке Лена, Якутск, Нижний Бестях и Кангалас и Сотинцы в зависимости от природно-климатических условий планируется в период с 16 по 18 октября. Минтруд и Минздрав разработали проект постановления, которым устанавливаются параметры новой системы оплаты труда врачей для пилотного проекта. С 1 декабря этого года в нескольких субъектах России, в том числе и Якутии, начнется пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. Ожидается, что этот подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Эксперимент продлится до марта следующего года. Размер оклада будут рассчитывать с учетом новых величин. В единый перечень из 16 видов стимулирующих выплат войдут, в частности, надбавки за работу в сельской местности, работу в выездных бригадах санавиации, наставничество и выявление онкологических заболеваний. Размер стимулирующих выплат будет составлять от 10 до 60% от оклада. Благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Якутии онкодиспансер получил медицинское оборудование на 106 миллионов рублей. Это 8 единиц высокотехнологичной компьютеризированной техники для проведения диагностики и операций больных с онкологией. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Здесь только что завершилась операция у одного из пациентов в области шейных органов, и как раз-таки для этого использовалось новое оборудование – эндовидеоскопическая стойка, с помощью которой теперь операцию делают с минимальными разрезами. Благодаря этой технологии проходит быстрее как сама операция, так и заживление после нее. Новый помощник – мечта каждого онкохирурга. Кстати, одна из первых на Дальнем Востоке, благодаря которому пациентам не придется выезжать за пределы региона. Ранее эти операции у нас в республике мало проводились, и наши пациенты были лишены такой возможности. Они отправлялись в центральные города Российской Федерации. Мы начнем с внедрением этого оборудования уже нашим пациентам помогать уже в условиях нашей республики. С появлением нового магнитно-резонансного томографа новые возможности для себя открыл и рентген-лаборант радиологического корпуса Алексей Попов. Он здесь 3-й год и признается, с появлением этого почти космического оборудования стало намного легче проводить исследования. Ведь теперь в помощниках искусственный интеллект, небо и земля по сравнению со старым аппаратом. Там же рентген-лучи, а тут магнитное поле. Вставляем программы, да, и начинаем сканировать пациентов. За счет этого быстро сканирует и качественно. Один из самых дорогих приобретений – 128-срезовый компьютерный томограф. Тоже новинка в медицинской области. Его стоимость компания Philips оценила в 59 миллионов рублей. Он также напичкан искусственным интеллектом, а благодаря скорости пациентам не придется долго лежать под облучением. Больные будут получать очень четкую картину опухолей, органов, внутренних органов, и также за секунды исследования. Также этот аппарат уникален в том, что здесь есть программа, которая получает низкую дозовую нагрузку для пациента. Новые аппараты доставлены в больницу буквально на днях. Их практически сразу начали применять на практике. Для врачей это не только улучшение качества выявления и диагностики опухолей, но и сокращение времени ожидания у самих пациентов. Высококачественная современная помощь стала еще на шаг ближе и в нашем регионе. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.
Большая стройка близится к завершению. Еще 14 домов ввели в эксплуатацию в селе Бяскель горного района. Полностью благоустроенные здания с отделкой и сантехникой передали хозяевам в торжественной обстановке. Кроме того, жителям подарили сертификаты на 200 тысяч для приобретения имущества. С 28 сентября в Бяскеле сдали уже 20 домов. Гарантия на каждые 3 года. На территории подворий восстановлено 8 коровников. По линии Минсельхоза начнется возмещение утраченного скота. Также к концу следующей недели в планах завершить возведение животноводческого комплекса на 100 голов. Но на сегодняшний день от имени главы Республики Саха-Якутия вручается каждой семье, каждому новоселу сертификат на 200 тысяч рублей для того, чтобы они могли уже начать обустраивать свои квартиры мебелью, бытовой техникой. Есть спонсорская помощь, да, при вручении ключей от первого дома. Да, здесь была глава Оленёкского района, да, и они от Оленёкского района каждой семье подарили по одному холодильнику. Такая работа ведется, поэтому здесь помощь со всей республики идет, и жители в этой части обустраиваются, и думаю, будут жить. Работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сегодня отмечают свой профессиональный праздник. На этой неделе в преддверии праздника якутские сельхозпроизводители успешно провели переговоры с поставщиками современного оборудования. В частности, подписано соглашение с Росагролизингом, благодаря чему на доступных условиях будет модернизирован парк сельхозтехники для республиканских предприятий. Вместе с тем, глава Якутии Айсан Николаев поставил четкую цель для развития сельского хозяйства республики – наладить новые механизмы поддержки сельского хозяйства и увеличить уровень обеспеченности якутян качественными продовольственными товарами местного производства. Аграриям Якутии удалось собрать 58 300 тонн картофеля. Это 82% от общего плана. Средняя урожайность этого сезона составляет 90 центнеров на 1 гектар. Больше всего собрали урожая пригородные хозяйства Алекминского и Амгинского районов. План сбора овощей в республике выполнен на 102%. Из общего числа хозяйства Якутска собрали более 5000 тонн овощей открытого грунта. На сегодняшний день они занимаются реализацией продукции. МУП Горснаб является заготовителем городского округа по картофелю и овощам. Он предоставляет овощи и картофель в детское учреждение города Якутска. У него план по заготовке нынче составляет 650 тонн всего, из них 450 тонн картофеля. В этом году МТС Табакинский своими силами в селе Хатас построил овощехранилище. Мы в этом году планируем возместить затраты из бюджета городского округа в размере 500 тысяч рублей. Также в селе Тулаги у нас планируется постройка овощехранилища объемом 300 тонн. Всемирный день почты в Якутске отметили флешмобом Великой Северной экспедиции. На территории исторического парка «Россия. Моя история» откроется мобильное почтовое отделение, а организаторы презентуют серию открыток «Наука и технологии в Якутии». Об этом и многом другом расскажет Полина Долинская. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Многие помнят этот стих про почтальона, но, к сожалению, представители молодого поколения его могут и не понять, так же, как и поспорить насчет востребованности данной профессии. Но, тем не менее, история почтовой связи уходит корнями в далекое прошлое. Потребность получения известий из других населенных пунктов была у людей еще в давние времена. Между прочим, первый почтовый документ зафиксирован в 255 году до нашей эры. Шли времена, менялись люди, а также менялись способы коммуникации. И вот уже 20 век считается веком цифровых писем. И получить настоящее написанное письмо уже считается разрядом ретро. Во Всемирный день почты, который отмечают 9 октября, организаторы исторического парка «Россия. Моя история» решили провести акцию по поддержке самого протяженного в мире почтового маршрута «Великая Северная экспедиция». К этой дате были выпущены памятные открытки. Пока что ограниченным тиражом в количестве 500 штук. Как признаются организаторы, в этом и есть их уникальность. Эти открытки останутся в таком количестве, потому что все-таки интереснее, когда они становятся раритетной редкостью. А во-вторых, у нас же на подходе еще 9 открыток серии «Наука» в Якутии. Там будет и семья Черских, и алмазники, и Билибин со своим золотом. Там будет обязательно сейчас 4-я открытка будет посвящена космофизикам. Это Шафер, Красильников, Крымский.
Ариан Кузьмин. Да, то есть у меня просто руки чешутся вот это все сделать. Памятные открытки посвящены судьбам знаменитых исследователей нашего края, таких как Витус Биринг и Георг Стеллер, а также научным разработкам Института мерзлотоведения, Института физико-технических проблем Севера и Института проблем нефти и газа. И уже нашли отклик в сердцах жителей, а также в сердцах самих ученых. Наверное, мое отношение к этому – это то, что я думаю, что мы всем нашим ветеранам или к 7 ноября, или к Новому году обязательно пошлем эти открытки. И я думаю, что это будет тепло, наверное, всех наших якутян и того института, в котором они длительное время проработали. Якутск был и остается на все века форпостом Великой Северной экспедиции. Именно поэтому жителям республики предоставляется возможность первыми присоединиться к акции, посвященной историческому событию. Помимо этого, жители и гости столицы могут принять участие в установлении рекорда, который будет зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Письма и открытки будут отправлены в город Оса Пермского края. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. В 2024 году международные спортивные игры «Дети Азии» могут вернуться на историческую родину. Заявка Якутска будет рассмотрена в ноябре, однако президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку и проведение 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке в 2022 году. Напомним, международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО. В 2016 году впервые правительством региона было принято решение передать полномочия по организации этих соревнований в другие субъекты России и страны. Продолжая спортивную тему, якутский футбольный клуб «Заря» одержал победу над дублем Сыктывкарской новой генерации в гостевом матче 4-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 7-4. В составе якутян дублем отметился Дмитрий Аносов. По одному взятию ворот провели Максим Юсупов, Адам Габибов, Сергей Сергеев, Дмитрий Матицын и Никита Рычков. У хозяев площадки хет-трик оформил Виталий Каданев. Еще один мяч забил Владислав Головачев. После этой игры якутские футболисты занимают 8-е место в турнирной таблице лиги, набрав 4 очка. В следующем туре они сойдутся с Липецким ЛКС. Матч состоится 16 октября. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.